Ник, ты у нас ведь эксперт по панку. Да, я эксперт по мад-року, скажем так. Мад-рок, что такое мад-рок, если говорить на английском языке? Грязный рок. Так. Значит так, все было очень просто. В Америку приехали Битлз. Когда было это Чарльз Шармюррей, это обозреватель Daily Music Express, Rolling Stone, таких маститых журналов. Все это опознал на британское вторжение. У них стояла трогательная встреча с Элвисом Пресли. Элвис Пресли им подарил отличный ковбойский набор настоящих Смит & Вессонов. Ну понятно. А те ребята подарили Элвису Пресли как своему отцу. Насколько я знаю, они подарили ему подводное ружье. От Альбиона привет. Ну а какое это имеет отношение к музыке? После того, как Британия потрясла устои Америки, все это сделав наоборот, то есть rock around the clock, он как бы перевернулся. Ну понятно. И вернулся опять в Лондон. На тем же, и естественно, к часам Биг Бен. И тут-то вот как раз и появились ребята, которые все начали с клубов. Это Блонди, это Игги Поп, он же Джейс Остерберг, это Дэвид Боуи, иммигранты из Лондона, которые в принципе эти ночные... То есть альтернатива появилась. То есть альтернатива... Да, это 60-е годы. Лу Рид, Ник Крив еще был щенком, он вообще ничего не знал. Он уже потом появился. Да, Бирдей Пат, это ладно, это бог с ним. Я думаю, филофониты сейчас меня вот увидят и слушают меня, то есть я надеюсь, я сейчас не увлекай. Понял, молчу, это просто мой конек. Тебя невозможно на него. Дело не в этом. Итак, что случилось? В Америку приехали англичане, Европа приезжала в Америку. Элвис Пресли подарил Смит & Вессон, который стреляет настоящими пулями. Понятно. А ребята подарили ему нормальные пацифистические ружья для подводной охоты. Вот. И так далее. Ночные клубы, Блонди, это альтернатива британскому вторжению. Далее. Малькольм Макларен, кстати, вот еще. Ведь если говорить о панк-движении как таковом, в культ его возил Малькольм Макларен. Кто это такой? Это французский еврей, который по убеждению был неомарксистом. Что такие неомарксисты? Кто такие неомарксисты? Неомарксисты просто говорили о молодежи как о классе. То есть, когда 13 мая в 1968 году, между прочим, публика распевала Satisfaction, когда вот эти были события в Париже, Макларен, грубо говоря, сдвиснул. Но он был как раз именно самым тем парнем, который в первых рядах пел Satisfaction. Он приехал в Лондон, кстати, это вообще полный вперед, полный Алис, что в Лондоне он сделал секс-магазин, секс-шоп. Далее более на Кинг-Роуд, тусовочное место в Лондоне, около Пикадилли Серкус, около цирка. Этот магазин был открыт, и первого, кого он выиграл, это полный бред, он выиграл Игги Попа, который там случайно оказался, он думал, что какие-то хиппи. Окончательный итог, это уже история. Иными словами, что такое панк-рок в СССР. И откуда он взял? Отлично. На самом деле, если ты видел Андрея Рублев, Тарковского? Конечно. Помнишь Берди? Роман Быков играл, помнишь, да? Помнишь вот это вот его камлание, то есть понятно. И так далее. Вот, понимаешь, это музыка земли. Это музыка солнца и земли, понимаешь? Если говорить о направлениях, в коих команды работают, я бы мог бы назвать буквально это следующим. Земля, немножко небо, чуть-чуть на закуску луны и большое солнце. То есть это панк. Панк, в переводе с английского, никчемный. Это человек, который не вписывается в государственный расстрел. Это антигосударственный человек. Понятно.